Демек, құрметлі достар, ажайы бір қалабалық авасы біздің эфирімізде яңғырады. Біз ісе девам етеміз ве, кершкенде ажайы бір мерасим ақында тарифеті жегідік. Демек, ерші башлана келіңіз, енді мұсафірлерінен де таныш олайық. Ве насыл мерасим олачағыны бері-бер огренейік. Яқын арада Ахмеджетте темізлікнен бағылы мерақлы бір акция. Keçecek, yani dünya boyunca halkara temizlik günü ve elbette Kırım volontörleri da çette durmayıp bu merasimge güzel bir büyük hazırlıklarını gördüler ve tamam bu hafta biz sizge tarif etmeye isteyimiz. Bizim stüdyamızda ise pek meraklı misafirler, onlarını dikkatli dinleyiniz. Ben bilesem, siz de şu aksiyaya koşulsanız yaxşı olacak. Elbette, biz qo'shilajaqmiz mutlaq hurmatli do'stlar, ama ne vaqt, ne yerda ve nasıl, şimdi musafirlarimizdan o'rganamiz. Demek, tanışalım sevgili dostlar, stüdyamızda Katerina Юринская, сделаем 2018 Лейханым баш координаторы, Татьяна Быстрова, сделаем 2018 Лейханым Джейштыров тешкилятчыларының координаторы ve Анастасия Прядко, сделаем 2018 Лейханым Джейштыров иштиракчылары ve тешкилятчыларының координаторы. Селям алейкум, здравствуйте, доброе утро, Доброе, как настроение? Доброе утро. Вижу Сонная, бы сказала. Хорошо. Вижу такую вот неловкую, да, такую вот какую-то паузу. Вот вы сидите, так смотрите, долго-долго смотрите, что происходит, туда ли мы пришли. Так все-таки вы пришли туда, и сегодня мы хотим узнать у вас, что это за проект. Всемирный день чистоты. Расскажите нам подробнее об этой акции. Она всероссийская, у нее глобальные грандиозные цели. Одной из основных задач является очистить от мусора не только всю Россию, но и весь мир. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Да, в этом году 10 лет с тех пор, как акция эта зародилась. Но Всемирный день чистоты – это первый раз будет проводиться во всем мире. Уже присоединилось под 160 стран, не помню точно, 157 или что-то такое, и Россия вместе с ней. В России присоединилось 40 регионов, то есть в 40 регионах есть команды, и в том числе наша команда в Крыму. Мы знаем, что пройдет во всех регионах, да? Анастасия курирует именно Симферополь, правильно я понимаю? Верно. Расскажите, пожалуйста, как именно в столице, скажем так, планирует Крыма провести эту акцию? Кто задействован, кто участники и вообще где, что, как? Расскажите телезрителям, может, кто-то хочет присоединиться. Ну, в Симферополе будет около 10 уборок, чуть больше, чем 10 уборок, причем начиная от ГРЭСа и заканчивая, там, например, руслом реки Салгир или там, бульваром Ленина. То есть будут у нас как в центре, так и на периферии Симферополя проходить уборки. Если говорить о том, какие организации задействованы, то на самом деле мне было очень приятно осознавать, что очень много молодежных общественных организаций откликнулось, в том числе, например, волонтеры Победы, экологическое направление организации «Добро, мира, волонтеры Крыма», «Молодая гвардия» откликнулась, молодежный совет при администрации Симферополя. Также у нас организации откликнулись, которые занимаются, взаимодействуют не только с молодежью, но и, в принципе, с людьми такими активными. Например, там тот же Межнациональный союз, или Дом дружбы народов, или Центр взаимодействия с многодетными семьями, также вот Центр волонтерства КФУ, который возглавляет Татьяна. И, в принципе, пишут периодически люди, которые не участвуют в деятельности никаких общественных организаций, но при этом хотят принять участие в уборке. Например, мне недавно написала девушка, которая является просто студенткой Крымского федерального университета, и сказала о том, что они готовы вывести около 30 человек для уборки. Вот. Всего у нас есть мероприятия в социальной сети ВКонтакте, где отображаются все места уборок по Симферополю. То есть, если человек хочет принять участие, он может зайти ВКонтакте, посмотреть эту группу, посмотреть это мероприятие и выбрать место, которое, например, там ближе расположено к его дому. А нужна ли какая-то предварительная регистрация, чтобы стать участником данной акции? Зарегистрироваться можно на сайте, но, в принципе, это не обязательно. То есть можно мне отписаться, например, или позвонить и сказать о том, что вот я хочу принять участие там-то, там-то. Или же непосредственно там связаться именно с организаторами уборок, с ответственными людьми, то есть там где-то вот тот же центр волонтерства, да, и позвонить или написать и сказать о том, что я готов, я присоединюсь, я приду. А можно просто прийти? Да, да. Хорошо. Неужто
Али пойдет спасать планету. Это будем смотреть, потому что как бы у людей-то может быть и выходной день этот день, а у кого-то и рабочий быть, поэтому тут не угадаешь. Татьяна, вы курируете по Крыму. Да. Вот весь Крым, все регионы. Каково оно, когда вы чувствуете власть? Ой, ну, Все ли, знаете, все ли активно откликнулись на такое предложение? Волонтеры вообще по Крыму? Да, Как в принципе, в районах как? Да. Вообще, да, я очень удивлена, что вообще у нас очень активная молодежь, и я это вижу из форума в форум, из акции в акцию. Ребята действительно хотят принимать участие. Если говорить о Всемирном дне чистоты и акции «Сделаем 2018», то, конечно же, у нас очень большая поддержка, и большинство городов согласны присоединиться к нашей акции. Допустим, Феодосия, Евпатория, Судак, Симферополь, Симферопольский район. То есть у нас большая карта. Ее, кстати, тоже можно посмотреть и присоединиться к нашей акции, написав, допустим, вот координатору по Симферополю, если в данном случае мы рассматриваем нашу столицу, либо же мне как координатору по Крыму. Единственное, наверное, в чем я могу ошибаться, но я сейчас попробую, так сказать, сумничать. Наверное, единственный район, который отказался участвовать, это город Керчь, да, вот Ленинский район. Вот я вот уверен почему-то, просто сколько раз был в Керчи, просто вот идеально. Керчь задействован, Задействован? между прочим. Значит, они другим районам хотят помочь. Катерина, насколько вообще это данная акция и вот проблема чистоты актуальна для нашего полуострова? Мы знаем, что это уникальный просто природный объект, скажем так, на карте мира. И насколько важно сохранить чистоту в нем и передать в таком первозданном, да, если так можно сказать, хотя его уже, я думаю, люди внесли свою, скажем так, лепту в кавычках следующим поколениям. Ну, безусловно, это важно. Поэтому мы хотим провести. И я не коренная крымчанка, но приехав сюда и оценив вот ту красоту, то богатство природных красот Крыма, я не могла остаться в стороне. И поэтому я взялась за уборку в Крыму, хотя вот я участвую в федеральной команде по наведению чистоты, так сказать. У нас есть центр поддержки в России, который тоже помогает волонтерам, таким как в Крыму, ребятам, только в других регионах России, методически, практически помогает организовать уборку на месте. Хотелось бы у вас узнать о таком немаловажном аспекте, как поддержка, да? Поддержка не только волонтеров, простых ребят, студентов, а еще, например, представителей бизнеса, насколько они откликаются на подобные акции, помогают, потому что, насколько мы знаем, к сожалению, в современном мире все упирается в деньги. Даже такие акции по уборке тоже требуют некой финансовой помощи. Насколько они помогают? Да, спасибо большое за вопрос. Немножко о сути нашей акции, да, и чем она отличается от рядового субботника, это именно то, что мы хотим объединить все ресурсы вместе. Это и СМИ, и власть, и общественность, и, конечно же, бизнес. И без него нам никуда. И поэтому хотелось бы отдельно пригласить в нашу команду предпринимателей и других людей, которым не безразлична природа Крыма, помочь с ресурсами для уборок. Это пакеты, мешки для мусора, перчатки. Может быть, это вода будет для волонтеров. А также было бы здорово как-то вкусно поощрить, может быть, волонтеров. И у нас есть еще потребность в печатной продукции. То есть есть несколько направлений, в которых можно поучаствовать. Но у нас на сайте сделаем2018.ру также есть страничка «Поддержать проект». И можно просто пожертвовать деньгами. Так что можно выбрать. Каждый, кто даже, к сожалению, по тем или иным причинам не сможет поучаствовать в мероприятии, может поддержать как-то финансово и в то же время морально. Да, да, конечно. Пожалуйста. При этом есть и разные направления. Вот это самое интересное. Меня заинтересовал такой момент Симферополь, да, один из самых больших регионов. Проблемы с мусором однозначно есть. Я вот так скажу, может немножко грубо звучать, но сколько локаций в Симферополе, сколько мест, где будут задействованы люди, участники? Более 10 мест, как я уже говорила. Это Игрес, это русло реки Салгир, это Петровское кладбище,
центре города бульвар Ленина будут проходить уборки, водохранилище Симферопольское. Ну, то есть, в принципе, локации абсолютно разные. И, ну, ребята сами, вот кто мне пишет, отписывается о том, что вот мы готовы привести там 10, 15, 20 человек на уборку. Вот мы хотим убрать вот в этом конкретном месте. То есть, ну, люди сами видят проблему и обозначают эту проблему и хотят ее решить. Но в большей степени это реки и парки. Ну, да. А чем был обусловлен выбор именно этих локаций? Были какие-то, возможно, с экологами какие-то встречи, либо почему именно эти места? Ну вот, как я говорю, что мне пишут в основном это общественные организации, ну и просто люди видят, что вот здесь лежит много мусора, здесь никто не убирает, здесь там какие-то проблемы. Они сталкиваются с этим каждый день. Они, например, так идут в университет или идут в школу или на работу, и они видят, что есть проблема и хотят ее решить. Поэтому вот именно этим и обусловлен. То есть на основе выбор. общественного мнения. Общественного мнения, да. Татьяна, мы знаем, что вы курируете волонтеров по всему Крыму в таком крупном заведении, как Крымский федеральный университет, глобальный, да, скажем так, учебное заведение. Расскажите нам, пожалуйста, насколько активно, в принципе, молодежь не только в данной акции, да, а в целом, насколько волонтерское движение развито в Крыму. И мы знаем, что 2018 год президентом России был объявлен как год волонтера. Какие у вас мероприятия проходят в связи с этим? Вообще в Республике Крым молодежь очень активна, и вот волонтерское добровольническое движение, оно набирает активно обороты, то есть если раньше оно было как-то менее развито, то сейчас оно очень популяризируется и государством, и в принципе молодые люди стараются проявить свою инициативу и прийти, допустим, помочь, вот как в данной акции. То есть их никто не заставляет, их никто не призывает, они сами хотят выразить свое мнение. И это очень важно сейчас понимать, что молодежь уже перестала быть той, которую заставляли что-то делать. Она готова сама инициативно выдвигать себя и что-то делать. Вот в этом кардинальное различие, поэтому у нас просто огромнейшее количество человек учится в Крымском федеральном университете имени Вернадского, и мои ребята, мой актив, который состоит в Центре волонтерства Крымского федерального университета. И, конечно, это очень приятно, когда мы организовываем различные акции, мероприятия и видим большой охват людей. И они приходят добровольно. Вот это очень приятно. Нужно отметить, что молодежь в Крыму, она начинает от 15 до 30 лет. И это такой, знаете, большой отрезок. И очень приятно, что на этом отрезке и 18 лет, и 20, и 30 лет представлено большое количество людей. Если говорить уже о мероприятиях, которые пройдут у нас в Центре волонтерства, то у нас большой обхват, есть разные направления, как и спортивные. Мы вот хотим сейчас делать проект ГТО, готовить людей к сдаче этих нормативов. Мне кажется, это очень было бы интересно, потому что спорт тоже нужно популяризировать в нашей стране. И я думаю, что каждый молодой человек мог бы себя попробовать в этом проекте и посмотреть, на что он готов и что он может сделать. Допустим, у нас очень много акций социальных. Мы ездим в приюты, детдома, или, допустим, в том году у нас была организована акция. Мы собирали игрушки на 8 марта и даже валентинки, и отдавали их в детские дома, потому что валентинки, к сожалению, им не приносят. И это было приятно увидеть глаза детей, которые получили эти маленькие открыточки, но они были безумно счастливы. Ну и, конечно же, у нас очень развито событийное волонтерство. И, допустим, я сама присутствовала на чемпионате мира по футболу, готовлюсь к универсиаде, к WorldSkills Казани. И мне кажется, каждый человек, который состоит у нас в Центре волонтерства, может попробовать себя в более масштабных и крупных мероприятиях. Это замечательно, поэтому, наверное, мы будем сейчас призывать всех, кому от 15 до 30, стать активным человеком с активной гражданской позицией. Да, возможно, даже съездить на универсиаду. Безусловно. Я бы хотел, да. Катерина, вот по вашему мнению, какая основная и четкая причина, почему каждый должен посетить мероприятие и поучаствовать во Всемирном дне чистоты? А если не мы, то кто? Замечательно. Спасибо. Что можно добавить? Да. У вас написано, вот сразу после этих слов тогда очень будет в тему. 1 день, 5 часов, 7 миллионов человек равно чистая Россия. Когда? Еще раз нужно напомнить всем телезрителям, когда, во сколько и куда приходить.
15 сентября в 9 утра по Крыму. Пожалуйста, смотрите информацию на нашем сайте, в нашей группе. Разные локации. Берите с собой хорошее настроение, приглашайте друзей, детей. Тем более у нас такая большая поддержка, большая команда уже собралась. Вот, я думаю, этот день станет отправной точкой для того, чтобы эту чистоту сохранять на нашем полуострове. Поэтому Всемирный день чистоты сделаем. Это привлечение внимания к этому вопросу. И дальше только путь на чистый мир, на чистую планету, на чистый Крым. Спасибо Мы очень большое вам надеемся. за такие замечательные слова. Я думаю, конечно же, уместно поблагодарить вас за эту замечательную работу, которую вы проводите, за то, что делаете мир лучше и чище. Спасибо вам большое. Спасибо. Но без властей бы мы, кстати, не справились. Вот отдельно хочется отметить, что министерство и другие муниципалитеты очень нас поддержали, за что огромное им спасибо. Без них мы бы тоже не справились. Да, как уже было сказано выше, поддержка действительно немаловажна в таких конечно. акциях. Всего вам хорошего, успехов не только в данной акции, во всех ваших начинаниях. Мы все-таки надеемся, верим, а теперь уже и точно знаем, что крымская молодежь активная, и все мы одолеем, везде победим. Спасибо большое. До новых вам. встреч! Құрметті достар, біз есе девам етеміз. Нефбетекі қысым, кенеде ана тілімізге дихат айырмаға теклиф етеміз. Ве құшыларының да яқын жатаны шолайық.